Свердыке уж и вечер добрый. В прямом эфире «Вести Чеченской Республики», в студии Амина Хакишева. И главное сегодня. Крупнейший на Северном Кавказе. Все готово к грандиозному строительству. Музыка об Ахмад Хаджи. Продюсеры из Урала выпустили целый альбом о первом президенте. И хранители истории, работники архивов отмечают профессиональный день. Его слушают даже в Совете Федерации. Целый альбом о первом президенте выпустили продюсеры из Урала. Над песнями об Ахмад Хаджи работала группа из 10 человек. Композиции прослушала и Милана Манаева. Человек, деятельность которого изменила судьбу целого народа. Человек, отдавший жизнь за мир. Человек-легенда. Воспоминания о первом президенте слагают в стихах и поют в песнях. Причем не только чеченцы. Появление где-то в сибирском городе, в далеком городе за тысячи километров от Грозного альбома от памяти Ахмад Хаджи Кадырова уже говорит о масштабе этой личности и что он является достоянием не только Чеченской Республики, но и всей Российской Федерации в целом. Работа уральского поэта и композитора не случайна. Свою лепту внесли и рассказы бабушки, еще в далекие 40-е, приютившие в Казахстане несколько чеченских семей и его друзья-чеченцы. В альбоме «Весна надежды» Ахмад Хаджи Максим Онищенко собрал 20 песен, посвященных исторически важным событиям и героям чеченского народа. Президент, прекративший войну, ты навсегда остался в сердце, наш первый президент Чечни. У твоего костра согреться мечтали мы в большом пути. Когда теряли свои силы, ты шел вперед и побеждал. Трудность самая большая была сначала это найти исполнителя, потому что Михаил постоянно был недоволен исполнителями. Он говорил, что они... хотелось бы ему всегда найти, хотел он видеть исполнителем, чеченца, который отразил бы, он, как всегда, он не был доволен. Каждый исполнитель, по его мнению, то есть, не давал характера этим песням. И вот такого рода исполнителя мы довольно-таки долго искали, но потом вот нашелся Максим Полин, более-менее, который подошел и, в принципе, справился. Работа над диском велась 4 месяца. В группу вошли 10 человек. Как признается автор, серьезную поддержку оказал депутат Государственной Думы России Адам Дельмханов. Близкие друзья Онищенко, Аслан Дагаев и Лёма Гудаев оказали помощь как финансовую, так и моральную. Общий тираж альбома составил 10 тысяч экземпляров. Одним из первых слушателей альбома стал спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который отметил проникновенность стихов и музыки песен. Мы с тобой провожаем войну. Провожаем войну восвояси, и война покидает Чечню. Часть дисков будет подарена жителям Челябинска и Грозного, а самый первый диск, на обложке которого расписался каждый, кто принимал участие в работе над альбомом, авторы сборника планируют передать президенту Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Милана Манаева, Мосер Даудов, Салах Абдурахманов, Вести, Чеченская Республика.